Друзья, мы снова приветствуем вас с лавки мастеров Ева. Представляю вам снова очередной раз Евгению Щукину. Сегодня мы с Женей будем делать браслеты. Всех тоже приветствую, наши любимые телезрители, кто нас смотрит. Это очень приятно. Также я опять рада сказать, что мне нравится с вами проводить время, показывать вам различные методики, делать какие-то разные изделия. Сегодня мы будем с вами делать браслет с эффектом оберега из красной нити. Все мы знаем, что красная нить, она символизирует не просто браслет, ну там какая-то защита у нее есть определенная. Многие люди просто носят ее как красную нить, чтобы суставы не болели. Но мы будем сейчас делать ее с более с эффектным таким, напичками ее с разными значениями. Сегодня так, мы подготовили вот такие веревочки. Они вот у нас сейчас тут упали. Сейчас мы их подобрали. Нам потребуется красная нить любого диаметра. Ну, главное, чтобы сильно толстая не была. У нас, сейчас у нас 1 миллиметр. Они еще нити называются нейлоновые, потому что у них прочное плетение. Отрезаем 3 ровных полоски. Так. Это тебе, Екатерина. Спасибо. Так. И я себе чуть-чуть потолще взяла, потому что я чуть-чуть побольше, ты чуть-чуть потоньше. Вот в чем, да, разница, секрет в этом, да. Мы их просто складываем, вот на столе ложим, вот так ровненько, и приклеиваем скотчем. Для удобства, да? Чтобы, да, они не убежали, приклеим вот так где-то, да, примерно 3 сантиметра, чтобы у нас оставалось. И то же самое у тебя, ну, вот так подклеим, потому что здесь мы еще будем наконечники делать. Так, для чего это мы делаем? Чтобы было удобное плетение, обрабатываем зажигалкой, чтобы удобно проходила бусина, потому что мы сегодня будем еще добавлять натуральные камушки. Камни мы тоже подобрали с учетом заказчика, пожелания. Да, вот Екатерина сегодня у нас захотела камушки на женственность, на любовь. У тебя сегодня камушек, с которым ты будешь работать, называется розовый кварц. Для начала мы делаем узелочек. Так, один конец мы делаем вот такую петельку, чтобы не потерять, потому что у нас будет чередование. Один конец. Вот это, да. Ну, просто вот так отметим ее. Чтобы это будет наше основное плетение. Делаем сначала петельку. Вот так перекидываем. Тоже. Это обычное плетение. Так, сейчас. Вот это должна в середине оставаться. Узелочек сейчас я сделаю, потом тебе сделаю. Сейчас. Так, нужно будет первую часть пропустить вот эту сверху, а это идет под низом. Вот под низ. И потом сюда выходит. Ну, вот такой узелок. Серединку тянешь, а этот затягиваешь. Ну, оно вообще простое плетение, очень быстро делается. Так, и теперь обратную сторону. Мы уже ложим ее тоже сверху, а это идет уже под низом и вот так. Так, под низ и вот сюда, да, выходит? Да. Правильно? Так. Сюда. Так, вот эту ложишь. Я положила. Это да. Это низ и сюда. Да, и стягиваешь вот эти концы. Поняла, да, как принцип? И таких у тебя будет плетений где-то. Давай сделаем еще. Видишь, у тебя получается. У тебя будет такой утонченный, нежный. Теперь
вот где наш хвостик, это будет наша всегда первая ведущая, она всегда сверху, а это всегда будет идти снизу, ну вот под низом. И выходит вот так и вот здесь. снизу же. И сюда. Приходите к нам на мастер-класс. И сюда выходит. Да. Ну, короче, ты поняла. И теперь ты плетешь таких где-то узлов 10. Ага. То есть 9. Ты уже 3 сделала. Ну и с толстой, конечно, более ярко выражена, потому что она уже сразу показывает. Потому что она толстая. Да, она плотная уже. Рисунок совсем другой. Мы полностью импровизируем опять, да? Как всегда. Импровизейшн наш. Теперь вот этот сверху. Поднесу. Вот так. Вкусно пахнет. Вкусно, да? Ага. Давай сейчас добавим наш камушек. Пошли наши первые камушки. Такой, то есть браслет, он будет полностью вот из плетеный, да? Ага, мы будем делать его. Плетеный. Или камушки и только в конце вот эти узелочки по краям. Будем плести и добавлять камни. Так, вот так. Так. Вот немножко неудобно, да, из тонкой нити. Она такая кропотливая работа. Да, есть такое. Сейчас и тут главное не запутаться. Главное вот это наша первая ведущая нить. Вот так под себя пропускаем и стягиваем. Вкусно клапал. Так, тянем. Так, теперь с этой стороны ложим. Так. Это идет под низ и вот так. Так, это наш здесь сделаем. Так. Так. Сейчас мы ее выпрямим чуть-чуть. Вот это вот классная фишка, лайфхак, да, чтобы не потерять, да, не запутаться. не забыть, да, потому что это плетение у нас идет. Тяни, так, ты тяни. Так, сильно тоже не затягиваем. Так, давай добавим еще бусину. Давай, наверное, может, какую-то неправильную форму сделаем еще, чтобы разнообразие было. Или ты хочешь чисто, чтобы были все одного размера? Давай одного размера. Давай, тогда все круглые. Тогда берешь круглую бусину нашу. Это натуральный камень. В середину же, да? Розовый кварц у нас это идет. Розовый кварц — это камень такой женский. Он подчеркивает нашу женственную красоту, открывает наши чакры такие женственные. Да? Дальше? Те, кто начинает носить розовый кварц, у них начинаются большие изменения в личной жизни. Женя, вот в прошлый раз говорила, что не совсем правильно, да, сочетать камни. Ну, камни. Разные камни. Да, немножко про камни, да. Камни — это, мы все знаем, что это живые минералы, да. Они, как сказать, образовались при помощи какой-то органики, да, с какой-то энергией там. И каждый камень, каждый свой камень несет свое значение, свою энергию. И лучше вообще рекомендуется, да, я не буду там говорить настаиваем, да, а рекомендуется камни делать одного вида. Ну, это даже логически, да, даже логично. Потому что когда камень одного вида, тем более он эффективнее работает. Ну, я иногда еще примеры привожу. Если, допустим, перемешивать несколько трав, да, допустим, несовместимых, они же могут и навредить, ну, на примере такого, да.
И камни, ну, чисто по логике, лучше одного вида. Если вы хотите, там, чтобы какие-то были разные значения, то лучше отдельно какой-то амулетик из отдельного камня собрать. Ну, это даже более эффективнее будет. А так, когда много разных камушков, то они иногда бывают просто как бижутерия. Ну, еще есть понятие, когда камни между собой спорят. Тоже есть такое. И иногда такая энергия у них преобладает. Ну, и может даже иногда даже отражаться на носителей, да, вот кто камни носит, может влиять на здоровье тоже. Как положительно, так и отрицательно тоже. Так что с камнями тоже нужно немного аккуратней, не все сразу там. Тоже. Как такая. у меня сейчас на руке. У тебя сейчас очень много там разных камушков. Ну, их, ну вот, допустим, мы уже 6 лет работаем с камушками. Мы большинство вот браслеты помогаем перебирать. Какой-то вот, допустим, можно один вид собрать, остальные, ну, потом по мере возможности ты можешь уже, как сказать, добрать, да, допустим. У меня, допустим, дома очень много браслетов, и чисто интуитивно там подбираю какой-то. Просто я хотела сказать, у вас же много разных людей было с камушками, потому что каждый трактует по-своему. Да, каждый по-своему. И, как сказать, многие же просто ради денег делают. А мы даже камни стараемся сильно не рекламировать. Мы типа немножко, он такой у нас, как этот, такое сакральное, что-то такое, ну вот именно как место, где исполняем мечты, типа. Ну и так типа. Уже люди сами знают, что вот камни работают, и там типа приходит какой-то еще добирает браслет. Ну это такое как немножко такое не волшебное, как там, магическое, да, наверное? Как там? Как гадалкам же ходит. Ну, какое-то, наверное, еще и личное, да? Личное какое-то, да. И у нас как бы есть этот отдел, но мы его просто вот так, просто если наблюдать, люди иногда сами приходят. Вот. Они просто заходят и говорят, нас сюда притянуло. Им как раз-то в это время какой-то камушек нужен, вот, допустим, браслет собирают, что-то такое вот. Очень интересно тоже. Очень интересная тема. А мы тут больше расскажем про красную нить, такое, что вот красная нить, она тоже, вот просто цвет красный, да, у него столько тоже. Ну вот интересно, а красные нити откуда пришли, Тоже, да? это фэн-шуй все, тоже Китая. с Китая, да, тибетская, да, вот это тоже, они же тоже, ну вот все это связано там. Даже в 21 веке мы все равно издревле даже, да, если брать, всегда же мы, как человек появился, какие-то обереги делает, всякие разные талисманы, да, на удачу, там, на защиту. Даже если наших рыцарей брать, да, и наших царей, у них всегда, наверное, видели костюмы всегда в камнях, потому что каждый определенный камень несет тоже, кстати, свою защиту. Вот. Всегда в бой они надевали шапку с камнями, типа там, какой-нибудь агат, да, потому что он дает дух, там, чтобы ты там не как это, да, выглядел унылый, а тебя прямо энергия перла. Но мы примерно, мы плетем чисто под диаметр окружности твоей руки, кисти. И вот будем сейчас уже потихоньку. Ну, ты можешь сделать какое хочешь количество. Может, у тебя есть какая-то цифра магическая, которая тебе удачу Давай приносит. 7. Или слишком длинно будет. Я почему-то подумала тоже про 7. Сколько у нас такая? Раз, два, три, четыре, 5. 5. Да, у нас, кстати, 7 камней выйдет. Отлично. Я же семерочка. Да? Я из-за этого как-то, почему-то у меня в голове тоже было, типа, интуиция подсказывает, что 7 будет. Да? И даже, смотри, я тебе ровное количество положила. Но, оказывается. Видишь, как. Магическая лавка. Pictures представляет. Вообще, как удачно-то. Это значит, тебе нужен в данное время, значит, тебе нужен этот амулет. Тоже все неспроста. Не забываем, что мы сейчас собираем на растущую луну. Да, это значит, кстати. мы, значит, наделяем его силой, типа силой чего-то приобретения.
Кто хочет распрощаться с кредитами и закрыть быстрее ипотеку, Пора. все делаем Самое время, да? на убывающую, да? Ага. А, на убывающую. Да, на убывающую. Жень, ну я всегда вот со многими мастерами, да, встречаюсь, у каждого интересуюсь, как вот ухаживать за браслетами, за камнями, за украшениями из камней. Они ведь тоже нуждаются в какой-то, да? Да, камни. Подпитки тоже, отдыхи от людей. Есть такое? Это в первую очередь мы всегда, кстати, когда собираем амулетики из камней, мы в первую очередь рассказываем про то, как их очищать и как за ними ухаживать. Камни, они на самом деле очень просты в этом уходе. Достаточно просто, вот, допустим, когда ты получила новый браслет из камней, его нужно обязательно прочистить под проточной водичкой. Всегда всем рассказываю, что камни — это минерал живой, и когда человек за весь день устает, под душ вечером встает, нам уже легче становится. Вот также камни смываем энергетику и усталость. Почему мы смываем энергетику, когда получаем новый браслет? Потому что до этого камни трогали разные энергетические руки. И просто поток воды, он все смывает вот это. И становится уже с твоей энергией. Одеваешь. Браслет с камнями ты носишь в течение всего дня, но вечером обязательно должна... Перед сном? Да, они должны тоже отдыхать. Не забываем. Это как живое растение. Да. Если у тебя много браслетов, ты не забываешь про них тоже, потому что некоторые бывают закинули, они там просто где-то пылятся, да, в коробочках, там, в шкатулках. Их всегда нужно трогать, энергией своей тоже насыщать. Не рекомендую вообще ни в коем случае, нельзя камни морской соли. Это первая ошибка, потому что все камни, они проходят обработку. Чтобы получить вот такой блеск, всю такую плотность, камни всегда обрабатываются, чтобы они не рассыпались, потому что они же природный материал, он имеет свойство тоже рассыпаться. Это даже, как мы знаем, что самый крепкий камень — это наша эмаль зубы, да? А такие камни природные, они более такие рассыпчатые. И то есть соль вредит, да? Морская соль, она разъедает покрытие, и потом эти камни становятся уже мутные, начинают крошиться, и не рекомендуется. И вообще в природе, я даже говорю, морская соль, она разъедает, где много соли, там же камней, да, камней же практически нет, потому что они разъедаются, уменьшаются там. Не надо обрабатывать их в соли или там держать. Я, кстати, заметила тоже на себе это. И просто, если чувствуете, что подустал браслет, просто проточите, все вода все решает. И не надо в землю закапывать, многие там ритуалы с землей делают. Я думаю, что это кто хочет, чувствует, что им так надо, то пускай делают. А так лучше не надо, потому что земля тоже имеет разные химические свойства, которые может тоже просто снять покрытие, и потом у вас просто будет уже камушек, который потом со временем просто облезет это все. У меня, кстати, у самой стихия воды. Да, тебе тогда, тебе вообще будет тогда классно. Может, тогда их не промывать, сразу носить. Ну все, и храним. Лучше камни вместе не держать. Мешочек у каждого, чтобы в темном месте, да? Можно в темном, можно просто какую-нибудь коробочку там. Можно отдельный пакетик, мешочек, чтобы... если прям конкретный уход. Сегодня, он должен... Ты чувствуешь и сразу его берешь, да? И так интересно, когда я беру какой-то камень на деловую встречу, именно мне там, как сказать, аристократ, это большой человек, когда ты растешь, карьерный рост, духовный там, и именно какая-то будет, значит, как сказать, плодотворная такая встреча, и это тоже очень интересно так. А вот интересно, у тебя сейчас у меня сейчас аметист, я вообще люблю аметист, но вот сегодня почему-то он именно, я его давно не носила, и именно няшка должна очень быть сегодня. Цвет. Да. Аметист — это камень, лавандовый аметист — это камень тоже женственности, он дает долголетие, красоту. Кстати, когда начинаешь носить лавандовый аметист, он почему-то начинает какие-то проявлять такие на носители, да, вот, допустим, какие-то свойства такие интересные. Ты начинаешь за собой ухаживать, следить за своим здоровьем, вот это уже
это 100%. А внутренняя красота и внешняя вот это вот прокачиваться тоже. Красоту. Гармоничная. Да, и внутренняя, и внешняя. внешняя, да. Если кто давно хотел что-то сделать, сходить куда-то там по уходу какие-то, да, за собой, то начните носить аметист. Он вам поможет в этом. Очень интересный камень. А вообще аметист, вот сколько мы людям делали аметист, кардинальные изменения вообще в жизни бывают. Чуть ли там не переезжает, вообще меняет там города, страны. Ну, вообще интересный такой у него этот. Он как будто уверенность дает тоже. Такой вот. Кстати, Клеопатра всегда носила камень аметист. Она же всегда была за этим, как сказать, всегда искала вечную молодость. И вот именно камень аметист типа немножко дает вот этот стержень вечной молодости, да. Ну вот, наверное, уход это и есть же, да, как вечная молодость практически, да? Ну да. Мы теперь снимаем, давай померим браслетик наш. Ну мы тут чуть-чуть перепилили. Ну я думаю, вот так закончим, да? Вообще классно, да? Пускай чуть-чуть будет свободный. Пусть, да. Тогда мы здесь давай чуть-чуть убавим. Чуть-чуть убавим. Узелочков. Чтобы этот... Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Здесь такое же плетение делаем. Сделаем 3 штучки, типа вот так будет. И тоже так же из остатков. Так, а вот на какой руке носить? На правой, на левой? По идее, камни нужно носить на левой руке. Те уже говорили тоже, да? Так? На пульсе должны быть. Если дзи, то на пульсике. Тоже так же сделаем узелочек. И этот также плетем. Ну, типа сверху, это снизу. Так, это сверху, снизу. И так. Олего. Здесь. Смотри. Ух ты! Так, ну все, мы закончили наш такой миленький браслет. Это когда тут эффект. Не такая, да? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось няшество, как наша Катя. Очень милый, няшный, красивый, да, нежный. Катя, давай померим. Давай. Это ты сегодня... Ты меряй. Давай, одевай. Сиди тут. Я жду, что ты наденешь, как кольцо. Как кольцо. Так. Ты выйдешь за меня? И загадываешь желание, да? Давай, загадывай желание и одевай. Ты загадала его? Да. Может, озвучим? Потом через сколько-то откроем. Так, Катя загадала. Так, и мы вот так его затягиваем и носим. Ну, ты можешь, кстати, на вечер все равно его снимать. А можешь вообще таскать не снимая, чтобы исполнился. Обычно, когда исполняется желание, ниточка рвется или там что-то. Как красиво. Вот такая красота получилась. Тебе жестко идет. Спасибо, Женя. Пожалуйста. Огромное спасибо за мастер-класс, Жень. Научилась чему-то новому, тоже вот узелкам. Вроде бы кажется, что сложно, а на самом деле, ну, проще. Очень просто, да? В принципе, если понять технику, то руки быстро уже учатся. Да, и ты все равно потом запоминаешь вот эту методику. Если потом начнешь плести, ты потом просто вспомнишь. Потому что сегодня у меня тоже такой же был этап. Я немножко подзабыла, что давно делала эти браслеты, но в процессе вспомнили. Руки вспомнили, да. Жень, ну что, я всех телезрительниц наших замечательных, и не только телезрительниц, телезрителей я приглашаю в лавку к Жене, потому что здесь действительно работают люди от всей души, и если вам нужны какие-то советы, рекомендации, что-то интересное, новое узнать, да, и в конце концов мастер-класс какой-то провести, да, пройти. Да, у нас, кстати, разные мастер-классы. То добро пожаловать. А Жень, тебе еще раз огромное спасибо. С нетерпением ждем следующей встречи.
Спасибо большое. Мы всегда рады вас видеть.